Да, это кавказские пчелы. У них хобот больше, чем другие породы пчел. Она глубоко достает нектар, значит, в цветах. И она, вот мы их и держим. И многие люди там матки выводят и продают во всех странах. Кавказские пчелы немножко, они, как сказать, хулиганистые немного. Очень редко бывает, но могут подраться. Вот, например, вот эта семья, если матка там умер, скажем, и слабая семья, они сразу заметили, зайдут туда, всех уничтожат и все, что там мед есть, забирают. А то могут передраться все. Один раз было в Рытинском ущелье, у человека вся пасека вот так дымом стоял, воду бросал, что ничего не помог, везде трубы, все погибли. Ну что они не делят, вот, например, сейчас видишь, это двухкамерный. Если с одного зашел в другом месте, поймают его, сразу убьют. Там сторожа стоят впереди. Вот. Или они залезли, обычно это бывает, когда матка погиб. Заболел, погиб. Значит, они остались, новый вывести не могут, потому что суточное яйцо нету. И они осиротели. И постепенно погибает, семья погибает. Они сразу уже учуют и туда забрасываются. Все уничтожают. Ну, это целые академии, институты пчеловодства. Она очень серьезная, к сожалению. В последнее время, когда появились бизнесмены сельского хозяйства, как их фермеры, они раньше-то контролировали все это, химикаты, гербициды и так далее. А сегодня каждый фермер старается свой кусок земли, что-то оттуда получить быстрее и очень много. А там, что сосед имеет пасеку, и, извини за выражение, до одного места. Вот за это сейчас 10-15 областей, Мордовия, Саратов, там Пенза, очень много погибли, сидят пчеловоды, плачут, вот горой пчела мертвая лежит. Это чудовище. Для пчеловода это трагедия. Иди, ты возьми с собой. Вот.